Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня 19 января, и съемочная бригада программы «Мы вам покажем», которая бывшее подворье, находится в эпицентре тех драматических событий, которые произошли летом прошлого года. Напомним, что целый микрорайон в селе Бескюль был уничтожен пожаром. За 2 месяца при помощи очень многих предприятий республики, прежде всего добывающих компаний, были заново отстроены 34 дома в селе Бескюль по технологии МХМ. И были очень много моментов, были и скептики, были и те, которые говорили, что это очень хорошая технология. На самом деле все должны были показать объективные температурные и прочие измерения. И сегодня мы в составе довольно мощной бригады, в число которых входят эксперты, прежде всего из научного сообщества СВФУ, целый кандидат технических наук здесь находится, которые имеют отношение к технологии МХМ, энергетические аудиторы и один наш старый знакомый, которого вы увидите в ходе нашей программы. Мы находимся в селе Бескюль, работаем в селе Бескюль, и в течение, наверное, 2 все-таки получасовых выпусков мы постараемся объективно показать, как сегодня обстоят дела в тех домах, про качество и надежность которых многие говорили. Покажут 50-градусные морозы, январские морозы. Сегодня 19 января, за бортом 37 градусов, довольно холодно. И мы находимся в селе Бескюль, в микрорайоне, который был заново отстроен после драматического пожара. Ну, в нашей делегации очень много экспертов. Это прежде всего исследовательская группа СФУ под руководством Егора Слободчакова, который будет замерять тепловой режим при помощи тепловизионного оборудования. Это основной показатель, который позволяет говорить, что технология применима или неприменима к нашим северным условиям. Также в нашей группе находится кандидат технических наук Михаил Фурменович Лавров, который является одним из, скажем так, технологов, продвигавших технологию именно МХМ, когда он работал еще в системе Сахалесов на предприятии «Алмаз». И, в принципе, его мнение послушать, из-за чего происходят те или иные явления, нам будет тоже интересно. И также в нашей группе мы попросили присутствовать нашего друга, который также соблюдает масочный режим. Это Анатолий Кириллин, которого многие знают как Чака. Дело в том, что мы с Анатолием продвигаем очень большую работу в плане того, чтобы в первую очередь для сельской местности продвигать абсолютно безопасные, абсолютно надежные системы отопления. И, в принципе, его мнение по части тех систем отопления, которые применяются в микрорайоне, отстроенном в селе Бескюль, оно также будет очень интересно. Вот работа такая идет, она уже идет, ребята уже начинают сверяться с проектом, вернее, пока мы ехали сюда, мы уже начали изучать проект, начали просматривать те или иные вещи. Так что в течение 2 программ мы вам покажем, мы вам постараемся показать все те вещи, которые нужно знать для того, чтобы в дальнейшем вот эта технология получила дальнейшее развитие в нашей республике. Как мы видим, опыт возведения 2-месячный срок 34 домов по технологии МХМ может говорить о том, что эта технология может быть спроецирована и на другие муниципалитеты нашей республики. Ну, давайте мы отвлечем Анатолия. Анатолий, пока ребята готовят тепловизионное оборудование, будут говорить. Здравствуйте. Поздоровайся с телезрителями. Здравствуйте, дорогие зрители. Да, давайте мы пройдем в котельную и посмотрим типовую котельную. Семен, такая котельная у всех стоит, в принципе же, да? Да. У всех стоит. Давайте мы посмотрим, какое оборудование стоит. Напольный котел Лемакс, очень надежная система. Ну, а Анатолий сейчас прокомментирует, в принципе, те решения, которые мы видим здесь. Ну, что сказать, да? В принципе, по такой схеме, которая она сделана, да, как я вижу, оно сделано правильно, но еще с некоторым запасом, да, потому что здесь поставлено прямо 2 насоса, да, которые будут дублировать друг друга, и поставлен заменяющий нам энергию бесперебойного питания, все стоит. Насосная станция стоит, вода здесь же. Вот. Ну, в принципе, качество
сборки, на первый взгляд, нормальная, хорошая, я скажу. Но, конечно, сразу, как я увидел, еще когда были программы, да, когда монтировали, в принципе, я на что обратил внимание, да? Можно было в сельской местности сделать естественную циркуляцию. И тогда, в принципе, можно было избежать еще каких-то да, удорожаний. Избежать. То, что Типа здесь, такого. да. Ага. То, что здесь стоит дублированное, и вот бесперебойник, вот этого можно было в этих домах, я думаю, избежать. Если бы здесь была смонтирована естественная циркуляция. Но то, что оно было бы закрытого, открытого типа, это, в принципе, не имеет значения, да? Потому что здесь все равно применено, вот, допустим, пластиковые, да, трубы. Они, в принципе, подходят, как показала практика, на естественную циркуляцию. Из этих труб можно было бы сделать такую систему. Тогда бы в сельской местности можно было бы не бояться отключения электроэнергии. Но сейчас, как мы видим, здесь стоят уже аккумуляторы, бесперебойники, в принципе, вроде нормально, но, конечно, это в последующем, конечно, таит в себе некоторые опасности, да? Ну, не опасности, а Да, нюансы эксплуатации. Нюансы скажем. эксплуатации, Да. скажем. Потому что, смотрим, у нас же заявлено полностью благоустроено, есть горячее водоснабжение, которое осуществляется при помощи такого тена, да, которое, ну, без электричества никак. Бойлер. Бойлер, да. Да. И, в принципе, а как вот решается в системах с принудительной, вернее, с естественной циркуляцией система водогрева? И также никаких там сложностей нету. То есть это не зависит Да, от потому того, что бойлер подключается все-таки вот здесь как электро, да? Он бы грел воду, когда было электричество, электричество ушло, оно не требует никакого этого, да? Он сохраняет тепло, так что при отключении энергии он полсутки, например, держит теплым воду. Но оно не требует каких-то таких больших проблем, когда уходит электроэнергия. Поэтому тут никаких этих не должно быть. Вопросов не возникает. Да. Емкости пластиковые, это абсолютно такое знакомое любому владельцу частного дома решение, такая мини-бойлерная, котельная, подсобное, скажем так, помещение, которое элементы благоустройства заключает. В принципе, еще раз, те решения, которые применяются здесь, именно без Кёль, мы видим в любом из частных домов. В принципе, мнение нашего эксперта совпадает. Достаточно грамотная разводка, достаточно грамотная реализация системы отопления с определенным запасом, что очень, в принципе, важно, потому что мы же можем рассматривать это как первичное звено, то есть как базовое помещение, да, могут расширяться, могут немножко расширить систему. Да, ну, видно, что работали, да, профессионалы, потому что везде стоит запорная арматура, все как и должно быть. Поэтому тут нареканий не может быть, а система работоспособная, в принципе, как и показывает сейчас. Да? Другое дело, как смонтирован дом, а по части системы я вижу, что вот именно при такой системе, да, использования, вот, оно смонтировано грамотно. Но, конечно, вот единственное то, что у меня сложилось, еще раз скажу, лучше было бы, конечно, естественная циркуляция при таких домах. И тогда можно было бы избежать удорожания проекта. И вообще для сельской местности это было бы самое то. Посмотрим, давай практическое решение. Температура носителя стоит 68 градусов примерно. Да. 68 градусов. Это регулятор у нас, получается, автомат стоит на позиции 5, на пятерке. Ага, чуть выше 5. Чуть выше 5. Напомним, площадь помещения 70 квадратов, 60 с лишним, да, под 70 квадратов. Так, давление здесь выдерживается тоже, в принципе, 2 с лишним. 2 с лишним. Чуть-чуть, конечно, запасом даже, завышенное для такого котла. Я бы, конечно, порекомендовал его снизить до очка, да? До 1 единицы. Да, потому что все-таки вот эти котлы, которые у нас стоят, лемоксы, они рассчитаны на 1,5 бар, не выше.
Поэтому все-таки для таких котлов это, я считаю, завышенное давление. Мгм. То Вот есть, то, в что- принципе, безболезненно можно спустить до одного Да, бара, да. до одной бар. Ну, а дымоход и прочее, мы сейчас еще выйдем наружу, когда закончим внутреннее. Огромное спасибо, что, несмотря на ограничения, ну, мы соблюдаем все приемлемые требования, масочный режим. У всех у нас есть QR-коды, все вакцинированы, переболели, имеются антитела. Но, тем не менее, еще раз говорю, в такой например. Но учитываем сегодняшнюю дату. Сегодня 19 января, сегодня крещение, сегодня за бортом 37 градусов. И мы, в принципе, на своей шкуре, как говорится, должны были испытать, каково жить в тех домах, которые в экстренном режиме при помощи всей республики были этой осенью возведены в селе Бескёль вместо сгоревшего микрорайона. Ну, еще раз, может, это помещение котельное, поэтому ногам достаточно комфортно в таких, ну, одних шерстяных носках, да? Но мы специально Да, разулись. мы специально разулись, и, в принципе, да, хотя почувствовать. Здесь есть санузел небольшой, ну и основное помещение, которое, как говорится, жилое, там есть несколько комнат. Вот это на 70 почти квадратов. Экспертная группа продолжает работу. Михаил Фруменч изучает проект до конца. И некоторые вот эти моменты, которые возникали на узловых моментах, которые мы еще в машине по пути изучили, они сейчас возможно, получат либо практическое подтверждение, либо отрицание в зависимости от того, как реализован на самом деле проект. Ну, еще раз, вот жилое помещение, и пусть я нахожусь в курсе, просто забыл, скажем так, но мои коллеги находятся, ну, пускай достаточно теплой на одежде, но еще раз, такого сильного дискомфорта ногам в разутом виде не составляет, да, Михаил Фомич? Ну, да. Подтверждаете это, да? А вот хозяин Семен, хозяин же, да? А, нет, вот хозяйка, да? Вот хозяйка. Ну, в принципе, у вас нарекания какие-нибудь по тепловому режиму есть или нет? Ну, поскольку мы начали с тепла. Угу. Все нормально. Вот это арик холодно. Чуть Ага, прихожка. Ага. Дует дверь, дует с потолка идет наверх. Снаружи, изнутри достаточно большое количество помещений мы должны исследовать для того, чтобы получить какие-то объективные данные по той картинке, которая на 19 января, когда за бортом 37 градусов, мы получим. И вот у нашего эксперта, вас как зовут? Агафья. Агафья. Анатолий говорит, что можно давление безболезненно снизить до 1 атмосферы, получается. Да? Это вот Анатолий Кириллин, специалист по тепловодоснабжению. То есть у вас стоит сейчас давление 2 бара. Это, в принципе, избыточное немножко давление. В принципе, котел рассчитан на 1,5 атмосферы, получается. Да? Так что это абсолютно безболезненно можно, в принципе, спустить. Если вы не знаете, он, в принципе, может показать, как это сделать. Ага, хорошо. Хорошо? Ага. Ну, мы продолжаем работу еще раз. Мы продолжаем работу в селе Бескёль. Сегодня 19 января, я повторяю, за бортом минус 37 градусов. Ну, знакомый нам по сериалу «Дом с умом» Егор Слободчуков, еще раз, он теперь прилагает усилия в Северо-Восточном федеральном университете, инженерно-технический институт. Он по заказу службы госзаказчика, вернее, по договоренности службы госзаказчика, вот еще раз, осуществляет энергоаудит тех помещений, которые построены в селе Бескёль. Егор, каково предварительная оценка, вот, скажем, практически первого же помещения, в которое мы зашли? Ну, мы сейчас пока провели обследование тамбура. Угу. Сейчас вот смотрим общую комнату, да? Угу. Но как бы по узловым стыкам, скажем так, там по стыкам сокольного перекрытия, чердачного перекрытия, ну, в некоторых местах есть тепловые аномалии, да? Угу. Но вот именно какого они вот, скажем так, характера вот нужно будет уже выявлять когда будем обрабатывать снимки. Ну, они как бы присутствуют. Ну, мы сейчас вот только начали. Сейчас будем смотреть еще другие комнаты, да? И еще несколько зданий посмотрим. Да. И тогда уже можно сказать объективную, ну, общую картину, среднюю температуру, скажем так. Егор, мы, находясь в машине, еще изучали проект типовой, да, Ага. который, Да-да-да. по которому реализованы вот эти помещения. По проекту, на что ты обратил внимание, что показалось тебе странным? Ну, не странным, просто
Куда надо обратить внимание, да, у нас задача провести, скажем так, оценку тепловой защиты здания. То есть путем проведения тепловизионных съемок, по факту, да, при нормируемых температурах, и путем еще экспертизы самого проектного решения. То есть вот у нас есть узловые решения, которые были приняты, и мы будем там уже проводить моделирование, выявлять температурные поля в перерасчетных условиях и смотреть, какие у нас есть там больные места, скажем так. Ну, не больные, а вот, скажем, там места, где могут появиться дефекты. И возможность их появления вообще. То есть вот фактическое как бы термографирование и вот такие вот расчетные работы, они позволяют вот провести полную такую оценку, скажем так. Ну, ваши сотрудники уже с момента монтажа находятся здесь. Да. В принципе, работают вплотную со службой госзаказчика. Ну и застройщиками. Да, и застройщиками тоже. И, в принципе, о нашем визите, вот, как выяснилось, знают многие застройщики. Дело в том, что здесь в Бескуле, ну, порядка 10 застройщиков работало, да, крупнейшим из них является Туймада Строй. Туймада Строй, да, которая 10 домов построила, ну и остальные застройщики по 3 дома получили на реализацию. Ну, самое особое здесь внимание всегда надо, конечно, уделять именно стыковым соединениям. Да, это То есть угловые стыки, потолок. Вот, горизонтальные стыки чердачного и сокольного перекрытия, стыки вот даже вот межкомнатных стен вот, с сокольным перекрытием. Вот самые такие обычно, скажем так, распространенные дефекты вообще везде, не только вот в таких каркасных зданиях, но и вообще в жилищном строительстве. Ну и отдельно по оконным конструкциям. Ну, нам предстоит еще снаружи покопаться. Да, скажем так, и, ну и снаружи тоже будем да. смотреть. То есть работа предстоит достаточно долго. Еще раз, нам остается просто задокументировать ту работу, которая проводится специалистами Северо-Восточного федерального университета. Очень мощный десант, скажем так, исследователей, которые сегодня смотрят за тем, как были смонтированы, как были построены вот те дома, в которых проживает население Бескуля. Да, и сейчас как бы вот будет проведено как бы предварительная оценка. скажем Предварительная так, оценка. Ну, это мы уже получим в ходе наших программ. Вы смотрите программу, мы вам покажем. С вами Дмитрий Аргунов. И Анатолий Кириллин здесь уже какие-то практические советы дает нашим домовладельцам, да, нашим жильцам села Бескуль. Особенно это нюансы с расширительным бачком, который, на самом деле, Анатолий поставил огромную кучу, в том числе и мне. Да? Наполнение расширительного бачка – это целая наука, которая позволяет очень безболезненно, скажем так, пользоваться отопительными приборами, системой отопления, и от этого зависит очень-очень многое. Чуть снижает давление Анатолий. Ага. Да, дело в том, что стоят автоматы сброса давления, но позиция Анатолия такова, что на автоматику надейся, но сам не плашай и вовремя регулируй вот это давление, которое позволяет получить оптимальное давление, оптимальную температуру. Соответственно, комфорт в жилых помещениях. Это даже мне известно, который не до конца строитель. Егор Слободчаков лезет наверх, на чердак, на предмет обследования потолочных перекрытий. И самое главное, что говорит Егор, он находится на высоте 3,5 метров, куржака там нету, то есть особых утечек, скажем так, тепла по потолочным узлам не замечено. Я очень боюсь высоты, на самом деле, и наверху находятся наши коллеги Егор Слободчаков, Михаил Лавров и мои глаза, оператор Петр Шестаков, которые фиксируют сцены
исследований потолочного перекрытия на предмет утечек. Это очень важно, потому что, на самом деле, когда говорят, мерзнут ноги, нужно в первую очередь смотреть потолок, потому что утечка тепла происходит по верхней точке. И критических явлений типа кружака и так далее не замечено, но все покажут, еще раз говорю, результаты тепловизионных измерений, которые вот сейчас вот чем занимается Егор и Михаил Хрументьевич Лавров. Еще раз напомним, это большие деятели научной общественности. Кандидат технических наук Михаил Хрументьевич является. Егор является энергоаудитором многих-многих проектов, в том числе и нашей программы «Дом с умом», которую мы реализовали лет 6 тому назад. Через нижнее отверстие цоколя можно было посмотреть состояние утеплителя внизу помещения, то есть под полом, где Анатолий валится на бок и осматривает. Юбка сделана не так, как надо. Состояние как? Да, нет, состояние-то просто юбка, да, сделана не так, как надо. Просто застеплена, просто минвада, да, степлером набита и все. Это ошибка застройщика. Да, это чисто не проектная, а ошибка просто застройщика. Качество монтажа. Да, качество монтажа. Ну, вот такие вот предварительные, скажем так, впечатления от тех вещей. И обращаем внимание, вот стоит септик. Септик стоит в достаточно плоской формы с вентиляцией, достаточно большей кубатуры, утеплена трасса канализации. В принципе, особых нареканий нету, да, по Да, ну инженеру. просто получается, что дом стоит на сваях, Мгм. получается нулевая у него выше. Да. Из-за этого очень Эффективно удачно, да, сделана система вот, канализации, да, которая вот естественным образом сливается, уже высоты хватает. Ага. Поэтому септик стоит просто наружу, она не утоплена. Так, поэтому, Спутник когда Омега. люди будут застраиваться, просто можно учесть то обстоятельство, если у вас нулевая, ну это где пол, да, уровень пола выше, то получается септик не обязательно топить под землю, да. Это очень чревато, кстати. Это очень чревато. А вот когда септик стоит вот наружу, тогда снимаются очень многие проблемы. Мгм. Поэтому сейчас, ну, вот это вот удачное решение. Мгм. Ну, у На меня мой у взгляд. самого септик стоит наружу, просто У тебя получается через насос выбрасывать? через насос, а Да. тут естественно. А просто здесь, цепляется. естественно, потому что пол высокий. Так, поэтому, когда люди будут проектировать, я хочу, чтобы они учли, чтобы дом как можно выше, тогда септик можно не топить. Тут смотри, даже есть, оказывается, клапаны домвенты, через которые пропущено, даже, по-моему, это... Это не газовый анализатор, нет? Нет, это не газ-анализатор, по-моему. Или газ-анализатор это. Нет, мне кажется, этот Норвинт, это вентиляционные системы, это домвенты. То есть, ну, достаточно эффективно решена приточная вентиляция в части подоконных пространств. Вот так. На многих домах мы смотрим, есть вот значки-обереги, это, видимо, инициатива или самих жильцов, или застройщиков, которые такие вот интересные знаки в национальном стиле реализовали. Но, в принципе, в целом, по качеству домов, по крайней мере, снаружи, изнутри, отделочных материалов и так далее, ну, особых нареканий нет. Единственное, что могут возникнуть вопросы в некоторых узловых, скажем так, местах, которые, тем не менее, являются очень важными, как и в любом помещении. Ребята продолжают исследования, мы продолжаем снимать наши программы. Находимся в селе, еще раз говорю, Бескёль. Программа «Мы вам покажем».